Еще раз доброе утро всем. Я вам рада представить нашу сегодняшнюю гостью. Это утро вместе с нами встречает хранитель фонда музея имени Тугана Мальсагова Зарета Мистоева. Доброе утро. Доброе утро. Вы из таких людей, которые в праздничные дни пытаются создать нам настроение, да, организовываете выставки для наших жителей. Спасибо вам, во-первых, за вашу работу. И скажите, пожалуйста, вот в эти дни, да и вообще уже в новом году, что ожидается в музее, что мы можем наблюдать, что готовится? Ну, сейчас у нас к Новому году открыта детская художественная галерея. Она международная галерея. Там вот выставка рисунков наших детей, приуроченная к Новому году. Также там выставка «Елка моего детства». Мы ее пытались сделать более расширенной, призывали наших соотечественников поддержать нашу акцию, но, к сожалению, и таких оказалось не очень много, но я надеюсь, что эта акция будет в течение года проходить, и на будущий год мы более расширенные выставим. Сейчас там, вот, помимо обычной елки, вот елка у нас где-то 70-х годов, и игрушки того периода, вот у одних людей мы нашли такую елку. Ну что, эта акция не такая расширенная, наверное, сказывается, что многие сейчас выбрасывают, да, старые вещи? Вот не делается акцент на то, что это кому-то, может быть, это интересно в дальнейшем. А даже вот дети, которые посетили эту выставку с большим интересом, разглядывали эти елки и игрушки, которые были в тот период. Сейчас немножко даже игрушки имеют немножко другую структуру, другую форму. А вообще новогодняя игрушка старая, она сейчас в большом дефиците и имеет большую ценность. Вообще в планах на начало Нового года для музейщиков нету выходных и нету праздников, поэтому с 1 по 8 января наш музей функционирует с 10 до 3 часов. У нас будут сотрудники, которые будут и проводить и лекции, и показывать различные мероприятия, которые будут проходить в стенах музея. Опять же, вот эта выставка к Новому году, потом расширенные выставки, которые у нас в фондах музея, поэтому можно и с гостями к нам прийти. Мы можем рассказать историю нашего края, историю воинской доблести нашего народа. И мы расширили выставку в зале археологии, выставили вещи из драгметаллов. Опять же, дополнили, чтобы показать, насколько искусные и мастера были вот в далекие времена, и что наше наследие, которое вот мы бережем и показываем нашему зрителю. Вообще приоритетным для музея это, чтобы как можно больше людей могли увидеть наши экспонаты. И поэтому мы делаем все возможное. Это и виртуальный музей, и наш сайт, и выездные выставки мы делаем. Вот к нам приезжают туристы, да, из других регионов, бывают люди, которые даже не прочь встретить и Новый год в нашей республике. Вот бывает такое, что они посещают музей в вашей практике? Буквально вчера у нас были гости из Норвегии. Ого. Вообще, надо сказать, что иностранцы больше изъявляют желание побывать в нашем музее, потому что вот такие представительные делегации как-то, ну, если бы здание и помещения были бы более соответствующие нормативам музейным, может быть, у нас посетителей было бы и больше, потому что в основном пытаются повести мемориальный комплекс жертв репрессий, потому что там большие площади, аллеи, есть о чем так развернуться. А у нас очень много предметов культурного наследия и археологии, и из истории нашего народа. Но это все находится в таком небольшом помещении, поэтому визуальное восприятие немножко другое получается. Если бы залы были более расширены, мне кажется, людям было бы больше интересно. Может, в новом году у вас будет свое здание новое, и вы будете встречать и жителей республики, и не только, и всех туристов? Ну, мы надеемся, потому что даже то, что мы сейчас представляем, людей очень заинтересовало.
заинтересовывают, они буквально вот завороженные бывают и предметами археологии, и предметами декоративно-прикладного искусства, ну, в частности, одежда, атрибуты одежды. И, опять же, показывают людям, какой вклад внес ингушский народ в дело победы Великой Отечественной войны и в Первую мировую войну, потому что у нас небольшие залы, но вот мы это... Но самое главное, вам есть что показать, да, и работа кипит, это самое главное. И что рассказать-то. Да, и что рассказать. Хорошо, я вот хотела вернуться к художественной выставке, галерее. Да. Дети, они активно, да, участвуют в жизни музея, и вообще с школами сотрудничаете? У нас не только со школами, но даже вот мы недавно подписали акт о обоюдном сотрудничестве с детским садом города Назрани. Мы даже вот в этот садик с выставками выезжаем, и уже они приглашают сотрудников музея показать, что делает детский сад. Вообще вот у нас и в школах, и в детских садах ведется большая патриотическая работа. И надо отметить, отдать должное. И мы им помогаем. Мы с выездными выставками выезжаем и в школы, и, как я сказала, и в садики, и в другие организации. Проводятся лекции. Каждый сотрудник вот, берет какую-то тему, каким-то... Ну, в этом году юбилейный год, как получается, 75-летие со дня окончания войны. И поэтому более расширенные какие-то выставки, экспозиции. Вот мы работаем с телевидением, то есть посредством средств массовой информации мы пытаемся показать каждого человека, который принял участие вот в Великой Отечественной войне. Большая работа сейчас ведется, вот есть такая акция «Судьба солдата». Вроде бы прошло столько много времени со дня окончания войны, но каждый год мы получаем все новые и новые фамилии, новые имена участников Великой Отечественной войны. Есть пропавшие без вести, судьба которых до сих пор неизвестна. Есть люди, которые, например, жили в Казахстане или за пределами, и мы не знали о них, и вот они могут и по электронной почте прислать или с родственниками передать. Поэтому именно вот этот богатый архив, который заложил основатель нашего музея Туган Хаджимович Мальсагов, этот архив расширяется, и списки вот имена участников Великой Отечественной войны вот пополняются. Вообще этот год у нас довольно-таки урожайный, можно сказать, потому что в фонды музея поступило более 1000 предметов, различных предметов, можно сказать. И большая часть из них вообще вот в основном вот раньше какие-то научно-вспомогательные, вообще вот научно-вспомогательные копии документов, они в основном идут в научно-вспомогательный фонд. А в этом году в основной фонд у нас поступило 775 предметов. Это и фотографии, и предметы живописи, и предметы археологии, военного архива. То есть каждый фонд нашего музея получил какие-то новые экспонаты. Около 800 предметов основного фонда – это довольно большой объем работы. И это не просто мы принимаем. С этими предметами потом в дальнейшем нужно работать, их нужно оцифровать, сфотографировать, отсканировать. И потом уже все это мы представляем в государственном каталоге Российской Федерации. Вот даже если набрать в интернете госкаталог, забить, открывается окошко, и просто там забить ЭГМК, аббревиатура нашего музея, и уже весь мир может увидеть те предметы, которые хранятся у нас в нашем музее, и даже жители музея могут виртуально через вот этот онлайн, да, посетить музей. Посетить, вот, посмотреть там большое количество документов, не просто там предметы археологии, предметы нумизматики, это одно, и большой архив старых фотографий, старых документов. Поэтому вот
заинтересованным людям есть возможность, даже не приходя к нам в музей, ознакомиться, что же у нас в музее есть. На сегодняшний день в базу данных госкаталога загружено около 6 тысяч экспонатов. Это большой объем работы. Можно было бы делать еще больше. Но все-таки мы не призываем жителей онлайн посещать музей, все-таки это видеть, но даже иногда, когда вот приходят посетители, они говорят, мы вот просто просмотрим, а потом все равно пытаешься вот это объяснить. И они уже, когда уже на выходе говорят, как хорошо, что вот вы нас провели, потому что смотреть просто на картинки или на предметы, а когда экскурсовод рассказывает об этом, это вот... Да, когда за этим еще стоит история, да, это запоминается надолго. Каждый предмет имеет свою историю. Поэтому... Хорошо, а вот я понимаю, что за год проделана большая работа, но что из всего проделанного, что вам запомнилось больше всего? Вот какие акции, может, новое что-то было сделано и придумано в музее, в вашем музее? Ну, проходила акция «Подари экспонат музею». И поэтому, может быть, даже поэтому вот такое большое количество поступлений в нашем музее. И мы всегда призываем вот предметы, которые отслужили, были в быту, или предметы каких-то известных людей, вот зачастую выкидывается, сжигается. А это же часть все равно нашей истории. Какой-то там чемодан, даже вот чемоданы. Вот мы делали выставку о поселении 23-го. Просто стояли 2 чемодана, поставленные друг на друга. И они настолько волновали людей, которые приходили туда, вспоминали детство, вспоминали какие-то даже вот взрослые люди. Вот, и сожаление, а вот я сжег. Вот надо было сюда принести. Уже постфактум уже, но люди, когда приходят, и потом уже мы приносили и гармошки, и аккордеоны, и какие-то маслобойки, вот такие из обиходных. И вот буквально сегодня принесли большую коллекцию наград, документов, к сожалению, ушедшего. Это Наурбиев Хамзат, который работал в благотворительном фонде в Москве. Это довольно известная личность в московских кругах и здесь на месте, потому что он занимался большой благотворительной деятельностью. Ранее были сданы его мундир, но и вот сейчас пришла еще большая вот коллекция всех его наград. Вот родственники посчитали, что вот они у нас в музее будут большей сохранности, и поэтому вот все награды, все его переписка, документы пригласительные, и уже их разглядывая, можешь понимать, чем занимался этот человек. Да, и какая насыщенная была жизнь. Это богатая жизнь, богатая... Вот, и опять же, он же и помогал и нашей республике. И вот письма, его есть в этих документах письма, когда вот было становление республики. Это все наша история. Поэтому мы делаем все, чтобы это сохранить, и награды, и документы наградные, все то, что у нас хранится, они очень многим даже помогли после того, как были войны и в 92-м году в Северной Осетии, и в Грозном. Семейные архивы сгорали, и когда нужно восстановить какие-то документы, то, что заранее было сдано в музей, очень много помогли и получить компенсацию, что-то. И уже со своими родственниками могут через 10-20 лет прийти, вот мы сдавали тогда-то документы, покажите нам. Уже со своими детьми, внуками приходят, уже раскрывается папка, и уже воочию то, что вот их, например, дедушка, прадедушка там руками трогал или носил награды, вот эти вот уже потомки могут у нас в музее посмотреть. Спасибо вам за вашу работу. Действительно, это очень здорово, при этом кропотливая работа. Но сейчас я бы хотела попросить вас обратиться к жителям республики. Вам наверняка есть что сказать. Уважаемые жители Ингушетии и гости, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаю всего самого наилучшего, главное, мира. И приглашаю вас в наш музей. Двери нашего музея всегда открыты, и в эти праздничные выходные дни мы ждем вас. Для вас открыты новые экспозиции.